У меня больше опыта, чем у ребят, основателей благотворительного фонда «Абхаз». Я начала помогать абхазским пациентам очень давно, но у нас была именно вот эта проблема, где мы должны были разместить абхазов, приехавших сюда на лечение. У нас также стоял вопрос их питания и транспортировки. Вот, всем этим мы должны были обеспечить их. Во-первых, я должна сказать, что абхазы в самом начале, когда приезжали сюда, меняли свои фамилии и имена. Примерно 20 лет назад абхазы скрыто приезжали сюда, и они всегда скрывали это. Затем эти ребята сказали мне, что вот, мы создали благотворительный фонд, и кто хочет, пусть приезжает сюда, и мы бесплатно предоставим им питание и жилье, а также бесплатно обеспечим их транспортировку. Все это для абхазов было очень большой поддержкой. Поначалу абхазы смотрели на бесплатное лечение в грузинских больницах с определенным страхом. Вначале, когда абхазы вылечивались здесь, а затем возвращались домой, в Абхазии поднимался большой ажиотаж. Вылеченным пациентам говорили: вот, как вы поехали лечиться к нашим врагам. Я помню, что мужчина привез сюда 2-месячного ребенка, которому сделали операцию на сердце. Потом оказалось, что этот мужчина был не то, что участником войны, а героем войны, и позднее он связался с нами. Он извинился перед нами и высказал нам свою благодарность. Так вот, теперь уже абхазы не боятся приезжать сюда на лечение. Семья пациента связывается с нами. Я должна вам сказать, что я работаю в этом деле неофициально и помогаю ребятам. Так как у меня есть отношения с абхазами, я звоню ребятам в наш благотворительный фонд и сообщаю им, что вот, есть абхазский пациент, которого нужно привезти сюда на лечение. Ребята всегда готовы, и квартира, и все у них уже готово. Фонд обеспечивает транспортировку пациентов, предоставляет им жилье и помогает продуктами питания. Ведь пациента нужно привезти и отвезти туда-сюда, и во всем этом им помогают ребята из нашего фонда. Абхазы приезжают сюда лечиться от всяких болезней. Может быть, я и не должна говорить об этом, но сюда приезжают наркозависимые пациенты тоже, и они проходят лечение в грузинских больницах. Абхазам, которые приезжают сюда на лечение, грузинская сторона не создает никаких проблем при пересечении Янгурского моста. Абхазы не то что на лечение, а за торговлей тоже приезжают сюда.